Свой большой юбилей отмечает сегодня одна из самых известных и ярких башкирских поэтесс Тамара Ганиева. Тамара Ганиева родилась 20 июня 1951 году в деревне Кинябай Куягазинского района Республики Башкортостан. В документах ее день рождения значится как 25 января, поэтому ее обычно поздравляют 2 раза в год. После окончания 8-летней школы Тамара поступает в Салаватское педагогическое училище. Позже она оканчивает Стерлитамакский пединститут. Затем свою трудовую деятельность она работает учительницей в Стерлитамакском школе-интернате. Затем в Республиканском культпросвет-училище в городе Стерлитамаке. Пишет стихи, пьесы, занимается переводами. Перевела на башкирский язык стихи Юрия Андрианова, Денисова, Роберта Паля, пьесы Николая Гумилева, Шиллера, также романы Камиля Зиганшина. Тамара Ганиева пришла в литературу в 80-х годах. Первая книга ее стихов «Еще встретимся» вышла в свет в 1980 году. Далее, одна за другой, издаются ее книги стихов и поэм «Птицы перелетные», «Серебряная роса», «Время раздумий», «Хвост бобра», «Кипчаки», «Аркаим», «Агатовые купола». Поэтическая трагедия «Тамарис», поставленная Сибайским драматическим театром имени Мубарякова, была удостоена премии Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туанлык». В 2006 году вышла на свет еще одна книга Тамары Ганиевой на башкирском языке «Махаббаткага Шана. Верю в любовь». Здесь очень глубоко и точно передается материнское чувство любви к своему ребенку, внуку, близкому человеку. Здесь публицистическая острота, драматическая напряженность, лирическая теплота, философская задумчивость, глубоко присущи всему творчеству Тамары Ганиевой. Жизнь и любовь в поэзии Тамары Ганиевой – понятия неотделимые. Что за жизнь без любви? Ведь многие из нас также любили, были любимыми, жили с надеждой на встречу и, дождавшись, уходили молча, не обронив ни слова упрека, напротив, благословив любимого на расставание. Тамара Ганиева всегда находится в гуще жизни, не прекращает писать ни один день. В 2012 году издательство «Китаб» выпустило в свет первую книгу поэтессы на русском языке под названием «Наедине с собой». Образное восприятие мира, философское отношение к жизни, тонкая лирика, беззаветная любовь к отчизне, к своему народу, его обычаям и верованиям. Таково, пожалуй, главное кредо Творца. Это первая книга автора о русском языке. Она объединила стихи, прозу, художественные произведения и дневниковые записи. Там же находится и подготовленный к изданию сборник детских рассказов Тамары Ганиевой. Тамара Ганиева, Башкортостан. Башкортостан, мой суженый, любимый, с кудрями молодых ржаных полей по небесам скользит мой взгляд ранимый, что может быть объятий тех нежней. Башкортостан, сестра моя с рождения, твоя коса, родная Агидель, Джигит Урал вплетал в нее каменья, чтоб любовались гости всех земель. Башкортостан, ты, мать моя седая, со смуглым и задумчивым лицом, к твоей груди по-детски припадая, я забываю обо всем плохом. Башкортостан, ребенок мой рожденный, любимый до того, что в горле ком, прикосновением солнца пробужденный, ты пахнешь материнским молоком. Башкортостан, ты суть моя, ты дом. Тамара Ганиева под твоим крылом. Дремлют звезды голубые в тихой роще над прудом. Засыпаю я впервые, Беркут, под твоим крылом. Пусть глаза закроет время, и забудут нас с тобой люди, суетное племя в этой дымке голубой. Спит вода, березы в роще тают на глазах. Вихрь любовный, птицы ропщут, о, сокройтесь в небесах. В первых утренних лучах по земле блуждает страх. Дремлют звезды голубые в тихой роще над прудом. Не страшны мне бури злые, Беркут, под твоим крылом. Род людской, забудь, не слушай эту песню на берегу. Ропщет, плачется кукушка, тяжело, невмоготу.
В 2015 году в издательстве «Китап» был опубликован поэтический сборник на башкирском языке «Гомерки Сузяры. Переправы судьбы», куда вошли стихи последних лет. Книгу отличает масштабное размышление, философия женского восприятия мира. Глубочайшая печаль, светлая радость в кругу исследований поэта. Не зря Тамару Ганиеву называют поэтессой гражданского мужества и нежности. Прекрасен и обаятелен образ ее лирической героини, женщины мечтательной, ранимой и в то же время сильной духом. В том же году она удостоена Всероссийской литературной премии за лучший художественный перевод произведений мировой и русской литературы на башкирский язык. В журнале «Ватандаш» недавно вышло ее большое и откровенное эссе «Оказывается, я была счастливой». Поэтесса Юмабека Ильясова сравнивает ее поэзию с родниковой водой. Даже в самом простом стихотворении Тамары Ганиевой чувствуется дыхание времени. В признаниях любви поэта слышатся отзвуки трудностей нашего времени. Но сквозит и надежда, ведь она даже когда говорит о самом сокровенном, словно говорит со всем народом. О своем творчестве поэтесса говорит так. «Жаль, что очень быстро проходит время. Каюсь, что иногда в погоне за сиюминутным расходовала его зря. Часы, дни и даже годы можно и нужно было посвятить более серьезным делам. Постоянно чувствую, что чего-то еще не завершила, ощущая ответственность за свое творчество. Ведь по моим произведениям судят о духовном богатстве всего башкирского народа, уровне его художественной культуры. Когда пишу стихи, всегда помню об этом». Тамаре Ганиевой присвоено высокое звание «Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан». Она является лауреатом премии имени Раме Гарипова и Фатиха Карима, член правления Союза писателей Республики Башкортостан. С 1986 года является членом Союза писателей. О творчестве Тамары Ганиевой можно и нужно писать целые книги. Она пробуждает в нас нашу память, заставляет почувствовать, что мы не случайны, что мы едины с бескрайним миром, и что мир этот прекрасен и вечен.